Очередное совещание Республиканского совета по развитию информационного общества сегодня провел замминистра связи и массовых коммуникаций России Алексей Козырев. Федеральному чиновнику доложили о развитии отрасли в Северной Осетии. Премьер Сергей Такоев подчеркнул, информационные технологии – одна из важнейших составляющих современного общества. Задача руководства и жителей республики – идти в ногу со временем. По последним данным, в Северной Осетии существенно выросла зона покрытия телефонной сетью. Она составляет 90%. Зарегистрировано порядка 1 миллиона абонентов. Однако этим же обусловлены главные проблемы. Растет нагрузка на существующие станции. Необходимо строить новые, а против этого выступают жители республики. Кроме того, по словам специалистов, сохраняется высокий уровень цифрового неравенства. Качественное телевидение работает во Владикавказе и ряде районных центров. В отдаленные села проводить каналы связи дорого. Сейчас ищут пути решения этой проблемы. Мы посмотрели на итоги работы по информатизации, по переводу услуг в электронный вид, по запуску системы электронного взаимодействия между органами власти. Много, безусловно, было сделано. Мы определили ключевые задачи на 2014 год, касающиеся развития информационного общества. Каких-то серьезных проблем на сегодняшний день нет. Все необходимое и с организационной точки зрения, с точки зрения обеспечения финансирования развития этой программы есть в наличии, поэтому я считаю, что ситуация нормальная, рабочая. Информационные технологии в Северной Осетии быстро развиваются. Об этом говорит и тот факт, что наша республика входит в тройку регионов, где уровень проникновения интернета идет с опережением тренда. Глобальной сетью на сегодняшний день пользуются свыше 400 тысяч абонентов. Северная Осетия также является лидером в СКФО по уровню использования приоритетных IT-систем. В стране же, согласно рейтингу агентства CNews, наша республика занимает 29 место. Яна Гайгиева, Артем Балатаев, Осетия ТВ.